В неформальной обстановке за чашкой чая звучат только актуальные на сегодняшний день вопросы как для региона, так и страны в целом. Махмуд Али Калиматов рассказал о том, какую помощь оказывают нашим военнослужащим, проходящим службу на Украине. Что им нужно, мы покупаем. Мы нашли, мы с фонда все покупаем, с бюджета сам разрешили нам. Сейчас оплатили больше 30 миллионов. Мы закупили полностью для ребят полностью список, который нам дал гарнизон наш, полностью оплатили, вплоть до того, что и спальные мешки. В здании филиала ГТРК Ингушетия собрались представительницы общественных организаций, национальных землячеств, руководители средств массовой информации, сотрудницы администрации, госучреждений. Все они, как отметил глава республики, матери, сестры и жены наших защитников, к которым нужно относиться с особым трепетом. И это нужно взять на заметку, к примеру, тем же работодателям. Я зашел на улицу. Это где-то полгода, год назад, не знаю. Стоит женщина за прилавком. По-моему, в аптеке. Давно здесь живу, 10 лет. Я говорю, трудовая есть у вас? Вы оформлены здесь? Он говорит, да, мне трудовая есть. Я говорю, а где она? Она говорит, дома она. Я говорю, так вы не оформлены? Говорит, нет. 10 лет эта женщина на ногах стоит, да, за прилавком. А этот вот негодяй, который зарабатывает эти деньги, он, чтобы не выплачивать тебе больничный, отпуск, нормально рабочий, да? Налоги не платить, что-то не платить, он берет и их сотни, десятки тысяч людей, которые профсоюз не работают. А я хочу, чтобы вы разъясняли нашим сестрам, нашим мамам, трудовую, оформи меня официально, как она собирается потом жить. А если заболела, он ей не дает больничный. Она не может. Оплачиваем, государством установленные. Выплаты ей не делают. Понимаете? Она должна потом просить кого-то, операцию сделать, больницу оплатить, ребенку помочь. Она могла бы сама это делать. И в этой части я без вашей помощи ничего не сделаю. Среди ингушей испокон веков считалось, что человек, имеющий свой огород, невероятно богат. С таким укладом жизни наши предки не испытывали дефицит продуктов питания. Если с годами многие утратили интерес к земледелию, то конкурс на личное подсобное хозяйство, инициированный Махмудом Али Калиматовым, призван вновь заинтересовать население в том, чтобы сеять и пожинать. Вот это в огород, чтобы я же не могу, значит, идите в огород, сажайте что-то себе. Сказал бы и все. Поэтому я придумал и прошу, я вам заплачу, только идите в свой огород, пожалуйста. До чего надо? Я считаю, что я пользу все равно из этого делаю. Понимаете? Пошли там в этом году 100, например, на другой год 200, на следующий год, может, 300 пойдут. Хатсо. Но я не хочу переходить на начальственный тон. Мне это не нужно, потому что с людьми надо говорить, разговаривать спокойно, правильно. Махмуд Али Калиматов рассказал о доступных вакансиях в швейной фабрике, где трудоустроены всего 200 человек. Также есть и ряд других предприятий, где требуются специалисты различных отраслей. Рабочие места есть, а рабочих рук не хватает. Первый год-полтора мне, где бы я ни был, мне говорили, глава, дай работу. Глава Болбастис. Последние 1,5 года, друзья, мне ни один человек не сказал дай работу. Потому что нам 2-3 тысячи человек надо, у нас вакансии. Теперь я создал вакансии. Вакансии реальные. Вы же знаете, швейка как стояла. Вы знаете, как ДЭО, автобусы якобы там будут, где сейчас обувной, да? Якобы там будет, понимаете? Якобы будет. Но мы реально, у нас светодиодный заработал. Сейчас выставим его на торги, да, если покупать будут. То есть мы развиваем. У нас работает промышленность. Мы сегодня, я не знаю, кто был, конечно, экономический инвестиционный у нас форум был здесь. 160 предприятий приехали, и наши были, выставили. У нас заключили соглашение на сколько? Договора, уже контракты, да?
Не соглашение просто, а на 4 миллиарда заключили контракт. На нашем только форуме. Понимаете? Даже вон глава там подошел по швейке, он обувь посмотрел, военный говорит, можете? Можете. Да? Все, 2000 подозвал своего, говорит, 2000 давайте заказывать. А кто? Что я должен делать, чтобы туда пошли работать? Да, зарплата там 20-25 тысяч. Но это начинаем. Мы же начинали тоже, да? Я начинал, получал 80 рублей. Но дальше-то я получал потом и 200, и 300 рублей в советское время. Я имею в виду уже, когда в прокуратуре работал. Ну я сколько прошел путь-то? Каждый из нас ответственен за судьбу наших людей, народа, края и страны в целом, отметил глава республики. Главное, с достоинством преодолеть трудности и найти в себе силы двигаться на пути созидания. Адам Мережков, Адам Далаков, Новости 24.